На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С желанием вернуться президент Абхазии Бадыр Гунбов встретился с участниками международного лагеря Ахи-Штрахи. Топливного кризиса в республике нет. В ближайшие дни ожидается партия топлива, заявил министр энергетики Абхазии Батал Мушба. Экология Абхазии. Взгляд в будущее. Лаборатория исследований АГУ и МГУ провела социологический опрос с таким названием. Президент Абхазии Бадыр Гунбов встретился с участниками международного лагеря Ахи-Штрахи к истокам. Его уже несколько лет подряд организует Госкомитет по репатриации. Программа знакомит детей абхазской диаспоры и потомков добровольцев Отечественной войны народа Абхазии с историей и культурой республики. Этим летом в лагере побывают 210 ребят из Турции, Республики Северного Кавказа и Юга России. В нынешнюю смену приехали 70 подростков из Республик Северного Кавказа и Юга России, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. Заур Кварче с подробностями. Встреча началась с приветствия. Президент тепло поздоровался с подростками, а они в ответ не скрывали радости и даже подготовили подарки, сделанные своими руками. Мы хотим вам подарить нашу работу, которая руками детей сделана. Пожалуйста, так как вы разбираетесь в живописи, мы хотели бы это вам подарить. Тут смысл в том, что крепость как бы символизирует нашу землю, наши традиции, историю. А воин – это наш абхазо-абазинский народ, который эту башню защищает. Позвольте поприветствовать вас в Абхазии. Для нас очень отрадно наблюдать, видеть, что потомки людей, которые ценой своей жизни, ценой здоровья отстаивали право абхазов жить на своей собственной земле, развиваться, строить самостоятельное государство, сегодня с любовью, уже в другое время, в мирное время, прибывают в Абхазию, начинают общаться с абхазской молодежью, сохраняя эти добрые традиции, братские традиции взаимоотношения. Разговор с президентом получился открытым и живым. Ребята делились впечатлениями и задавали самые разные вопросы об экологии и традициях в будущем Абхазии. Но больше всего их интересовало, чем они сами и их сверстники могут помочь в развитии страны. Есть у вас какие-то программы молодежно-экологические или волонтерские проекты для защиты и очищения гор, озера и особенно моря? Если есть, могли бы мы, дети Северного Кавказа, в них поучаствовать? Буквально недавно, мы встречались с представителями молодежи, с представителями команды Абхазии в рамках тех программ, которые мы реализуем по направлениям. Как раз-таки присутствуют вопросы волонтерской деятельности, экологических вопросов, то, о чем вы говорили. Я буду благодарен, если представители молодежи из республик Северного Кавказа, Юга России активно включатся в эту историю. Говоря о сохранении традиций, президент подчеркнул, основа народа – уважение к старшим, язык и культура. Именно бережное отношение к этим ценностям, по его словам, определяет будущее. Какие абхазские традиции и ценности, по вашему мнению, самые важные и чему мы, молодежь, можем поучиться у них? Самое главное у абхазов – это, конечно, уважение. Это, как и у народов Северного Кавказа, это уважение к старшим людям. Вы, как люди молодые, понимаете, знаете, чтите эти традиции. Уважение к старшим, уважение к своей культуре, уважение к языку. У нас с вами в крови заложены общие традиции, которые необходимо чтить, соблюдать. Наш поведенческий образ должен быть сопряжен именно исходя из этих фундаментальных вещей.
На вопрос о будущем страны Бадра Гунба ответил, что уверен, Абхазия сохранит независимость и будет развиваться, и именно молодое поколение станет движущей силой этих перемен. Через 10-20 лет, и какую роль в этом можем сыграть мы, молодое поколение Северного Кавказа. Мы все, каждый гражданин нашей страны исходит из этой мысли, что мы должны сохранять свое государство, сохранить свое государство, развиваться, строить добрососедские взаимоотношения с главным нашим союзником, братской нашей страной, Российской Федерацией. И мы в этом направлении именно будем продолжать двигаться. А ваша возможность вашего участия, откровенно говоря, уже началось. Сегодняшний ваш приезд, интерес к нашей республике – это именно то, что делает нас сильнее, то, что делает нас увереннее, что есть люди, которые искренне нам сопереживают, искренне нам помогают и всю свою жизнь будут рядом с абхазским народом. На вопрос о маршруте для гостей из Северного Кавказа Бадра Гунба напомнил, самой значимой дорогой для Абхазии остаются горные тропы, по которым когда-то пришли братья-добровольцы, чтобы поддержать республику в сложное время. Я хотела задать такой вопрос. Какой идеальный маршрут стоит проложить молодежи, которые хотели бы посетить эту чудесную республику? Я бы хотел вам напомнить, дорогие мои юные друзья, самый главный маршрут для нашей страны – этот маршрут, тот маршрут, который был выбран добровольцами Северного Кавказа через хребты, когда они приходили на помощь нашей маленькой республике и нашему народу. Это самый главный маршрут, через который сохранилась наша страна, дух нашего народа, укрепилось братство между нашими народами. И тот маршрут, который народ Абхазии поколениями не забудет. И я хочу, чтобы через этот маршрут приходили к нам наши братья не в такие сложные времена, когда возникают угрозы для существования нашего народа, а чтобы эта тропа стала тропой, которая напоминает о нашем общем прошлом и о нашем будущем. Многие подростки благодарили за возможность познакомиться с Абхазией и встретиться с президентом. Для них эта поездка стала важным открытием, а воспоминания, по их словам, останутся на всю жизнь. Хочется сказать, что эта страна, она невероятно красивая. Буквально каждый уголок прихватывает дух. Хочется сказать огромное спасибо вам за вашу доброту, за ваше радушие, за то гостелюбие, за то гостеприимство, что проявила ваша страна, и за столь незабываемый отдых. С одной стороны, вроде маленькая страна, но здесь очень много разного всего красивого. Чего стоит Афонские пещеры, монастырь, озеро Рица, и даже Черное море само удивляет своими размерами. Как в такой маленькой стране помещается столько разных интересных мест? А я говорю только про места, но даже традиции и история может быть богаче даже больше стран других, которые превосходят по количеству людей и размерам. Меня очень удивила эта страна и очень рад, что посетил ее. Спасибо большое. В завершение Бадра Гунба поблагодарил ребят за интерес и содержательный разговор. Он пожелал им успехов и отметил, что их всегда ждут на братской абхазской земле. Еще раз позвольте поблагодарить вас за ваш визит, за ваш интерес, который проявляете к небольшой братской гостеприимной республике. Вы всегда желанные гости, вы желанные люди на абхазской земле. Дай Бог вам удачи, успехов, развития в том направлении, в котором вы двигаетесь профессионально. И всегда знайте, что в Абхазии есть ваши братья, которые всегда вас примут и рады вас видеть. Спасибо вам огромное. Встреча прошла в теплой атмосфере. Подростки делились впечатлениями, благодарили президента и обещали вернуться в Абхазию снова.
Заур Кварджа, Торник Амичба, Абазатовы. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по вопросам совершенствования налогового законодательства. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, министр финансов Саид Губас, начальник государственной миграционной службы Саид Цвинария, помощник премьер-министра Батал Тарба. На встрече обсудили промежуточные итоги применения упрощенной системы налогообложения во взаимосвязи с общим режимом налогообложения, меры по контролю за оборотами субъектов предпринимательской деятельности. Были также обсуждены дальнейшие планы по совершенствованию работы налоговых органов и налоговой системы. Накануне в Москве руководитель Росстата Сергей Галкин и председатель Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Кама Гогия подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы. Стороны обсудили стратегические направления развития государственной статистики, а также затронули вопросы проведения очередного раунда переписей населения и выборочных статистических наблюдений. Поддержка России помогает нам оперативно внедрять и применять на практике новые методологические и технологические разработки в процессе формирования стат-данных. Ранее введенные механизмы стат-производства, разработанные при консультационной помощи Росстата, успешно позволяют нам предоставлять руководству страны достоверные и точные данные, отметила Кама Гогия. Министерство обороны доводит до сведения граждан и гостей республики о проведении плановых занятий с расчетами ПВО, в том числе с боевыми стрельбами на одном из полигонов Ачимчирского района. Стрельбы будут проходить в дневное и ночное время с 20 по 21 августа. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут встретился с ветеранами спецподразделений СССР, которые принимали непосредственное участие в известной операции по освобождению Сухумского СИЗО 15 августа 1990 года. Этот подвиг вошел в историю как пример точной координации и профессионализма силовых структур. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут встретился с ветеранами спецподразделений СССР, непосредственными участниками легендарной операции по освобождению Сухумского СИЗО, подвигу, который вошел в историю как эталон координации и профессионализма силовых структур. Дорогие наши коллеги, я рад еще вас приветствовать. Действительно, столкнуться воочию с легендарными людьми, это всегда очень приятно. Вашу общую нашу историю мы знаем хорошо. И события, которые происходили здесь в 90-м году, наверное, на территории Советского Союза, таких событий, наверное, в то время не было. Это было первое и серьезное боевое крещение. Здесь прошло ваше подразделение. Успешно были реализованы те мероприятия, которые были необходимы на тот момент. И подавлен бунт, соответствующим образом понесены наказания те люди, которые должны были это все сделать. Это легендарное событие, и мы очень рады вас сегодня приветствовать на территории Республики Абхазия. 35-летнюю годовщину подвиг героев Альфы и Витязя продолжает вдохновлять и напоминает о том, что профессионализм и мужество остаются основой безопасности общества. Операция в Сухумском СИЗО не только спасла жизни заложников, но и укрепила братство спецназа. Делегацию гостей возглавил ветеран службы Сергей Иванович Лысюк, командир спецназа «Витязь» МВД СССР, который поблагодарил министра внутренних дел Абхазии за организованную встречу и рассказал о ежегодных традициях памяти участников спецоперации. 15 августа 1990 года Сергей Лысюк руководил штурмовой группой. Встреча ветеранов с министром МВД Абхазии подчеркивает непроходящую ценность их подвига и важность сохранения исторической памяти для будущих сотрудников правоохранительных органов. Участники встречи также обсудили вопросы современного сотрудничества между правоохранительными органами Абхазии и России, поделились актуальными методиками подготовки и проведения спецоперации и рассмотрели возможность проведения ежегодных учений с участием ветеранов и молодых сотрудников. Сотрудники МВД Абхазии прошли тесты на употребление наркотиков и психотропных веществ. Утром личный состав подразделений Центрального аппарата, горуправления и райотделов по тревоге собрали на совещание в Сухум, где глава ведомства Роберт Киут сообщил им о процедуре, говорится в материале МВД.
Утром 20 августа личный состав оперативных подразделений Центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел был поднят по тревоге и собран на совещание в Сухуми. Уже в ходе совещания под председательством вице-премьера министра внутренних дел Республики Абхазия Роберта Кют сотрудникам сообщили, что их ожидает процедура освидетельствования на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. В совещании также принял участие первый замминистра Руслан Ажиба, заместитель министра Беслан Чкадуа. Мы будем проводить сегодня медицинское освидетельствование всех сотрудников. Я больше чем уверен, что все должны пройти достойно эту проверку, потому что мы работаем с населением, мы сами проводим проверку у людей, и для того, чтобы не было никаких вопросов и нареканий в наш адрес, мы обязаны сами показать, что мы готовы, мы чистые и что у нас все нормально. Я очень сильно надеюсь, что в наших рядах не окажутся те люди, которые могут нас подвести. Тестирование проходило в здании МВД, где эксперты Республиканского наркологического диспансера уже подготовили все необходимое для процедуры освидетельствования. Среди сотрудников оперативных служб данное мероприятие проводится впервые за долгое время. Первыми проверку прошел заместитель министра, курирующий работу оперативных подразделений Руслан Ажиба, затем руководство самого УКОНа. Всего будет протестировано 170 сотрудников. Проведение данного медицинского освидетельствования проходит под контролем сотрудников управления собственной безопасности. Тесты, используемые врачами, способны выявить широкий спектр наркотических средств и психотропных веществ. Сегодня проводим освидетельствование сотрудников на 10 видов наркотических веществ. Значит, это морфин, метадон, марихуана, амфетамин, метамфетамин, бупринорфин, пригабалин, фенциклидин, экстази и кокаин. Очень распространен пригабалин и бупринорфин. Ну, и стандартная пятерка – это морфин, метадон, марихуана, амфетамин, метамфетамин. Эта экспертиза, она позволит выявить самые распространенные наркотики у нас в стране. Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Мы должны четко знать тех людей, на которых возложена работа по обеспечению правопорядка в стране и борьбе с уголовными преступлениями, подчеркнул вице-премьер Роберт Кют, который недавно также возглавил Совет по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия, созданный указом главы государства. Согласно указанию президента Республики Абхазия, нами проводится медицинское освидетельствование личного состава оперативных подразделений Министерства внутренних дел. Для того, чтобы более качественно провести данную работу, нами была проведена соответствующая подготовка. Мы будем продолжать эту работу со всем личным составом. Вы знаете, что ранее мы данную проверку проводили с сотрудниками ГАИ, сегодня оперативный состав. Каждый сотрудник обязан пройти данную процедуру, потому что это очень важно и необходимо для того, чтобы мы имели возможность понимать, с каким личным составом мы имеем дело. Помимо всего этого, я являюсь председателем комиссии, и согласно чему мы ведем подготовку по проверке других подразделений силовых ведомств Республики Абхазия, и что, в принципе, в ближайшее время будет проведено. Целью данного тестирования является выявление недобросовестных сотрудников, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Проводится оно в соответствии с поручением главы государства Бадры Гунба. Если у сотрудников будут обнаружены положительные результаты тестирования, они будут уволены из органов внутренних дел без права восстановления на службе. Граждан Турции, находившихся в международном розыске и задержанных в Абхазии, передали России. По данным СГБ, Салдез Метин, Гюрен Сельчук и Демироз Угур – члены транснациональной преступной группировки и подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях. По решению суда они были осуждены с выдворением. С территории Абхазии российской стороне их передали по линии международного сотрудничества. 19 августа 2025 года на границе Республики Абхазия с Российской Федерацией осуществлена процедура передачи граждан Турции, находившихся в международном розыске. По
По имеющейся оперативной информации, граждане Салдаз Метин 2000 года, Гюрен Сельчук 1997 года и Демироз Угур 1988 года являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с ФСБ России граждане Турции были задержаны, и Следственным отделом СГБ Республики в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 324, часть 2 УК Республики Абхазия. Решением Галского суда вышеуказанные граждане были осуждены с последующим выдворением с территории Республики Абхазия по линии международного сотрудничества, переданы российской стороне. 4 аппарата для майнинга криптовалют изъяли на абхазо-российской границе. 2 из них пытался провести в сумке 22-летний гражданин Республики Кокубава, сообщили в ГТК. Еще 2 машинки в ручной кладе 23-летнего гражданина Абхазии Канбара Махамада Валида. Оборудование изъято, материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Топливного кризиса в Абхазии нет, но есть сезонные проблемы с поставками, сообщил корреспонденту «Спутник» гендиректор топливной компании «Апсны Ойл» Олег Лакоба. Он подчеркнул, что импорт топлива не остановился, но на него влияют проблемы с логистикой. В курортный сезон железная дорога сильно загружена, на юг идет много пассажирских поездов, которым отдается приоритет. Из-за ажиотажа среди водителей на заправках образуются очереди, но гендиректор топливной компании рекомендовал не поддаваться панике. В ближайшие дни ожидается партия топлива, которая будет распределена между участниками топливного рынка, заявил министр энергетики Абхазии Батал Мушпа. Он отметил, что с исчерпанием ресурсов столкнулись ряд участников топливного рынка. Вместе с тем ряд крупных участников сектора обеспечены необходимым топливным запасом и продолжают реализацию нефтепродуктов на своих АЗС. Некоторые участники топливного рынка столкнулись с исчерпанием тех ресурсов, которые у них были. Ряд крупных участников топливного рынка обеспечены топливным запасом, как на заправках, так и в местах хранения топливных ресурсов. Мы рассчитываем, что дополнительный объем 700 тонн, который должен зайти буквально несколько дней, и, может быть, завтра, позволит нам снять острый дефицит, который возник у некоторых участников топливного рынка. Также законтрактован еще дополнительный объем, в 2 раза превышающий ту цифру, которую я назвал ранее. Эти поставки тоже мы рассчитываем, что зайдут в немножко отложенном периоде времени, но, несмотря на это, мы не прогнозируем, что в ближайшее время будут какие-либо дополнительные сложности. Традиционно летний период становится периодом, когда усложняется логистика топливных ресурсов. И этот летний период не стал исключением. Это связано с тем, что в южном направлении увеличивается количество пассажирских поездов, что удлиняет и усложняет логистику, а также другие факторы, которые создают сложности, продолжают действовать и в этом году. Как вы знаете, сегодня в Российской Федерации наблюдаются некоторые сложности в нормальной работе нефтеперерабатывающих заводов, что дополнительно, к сожалению, создает сложности. Несмотря на это, Министерство энергетики Республики Абхазия, правительство в целом контролирует процесс топливного обеспечения. Мы находимся в практически ежедневном взаимодействии с Министерством энергетики Российской Федерации, где информируем коллег о тех неотложных мероприятиях, которые для нас важны в вопросах топливного обеспечения. Железнодорожники Абхазии получили ведомственные награды. В центральном офисе РУП «Абхазская железная дорога» состоялась торжественная церемония вручения ведомственных медалей, сообщает пресс-служба АЖД. Награды вручены железнодорожникам, проработавшим на благо отрасли более 20 лет. Мероприятие было приурочено ко Дню железнодорожника, который традиционно отмечается в августе. Министр энергетики Батал Мушпа, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником, отметил их вклад в развитие отрасли.
Лаборатория исследований АГУ и МГУ провела социологический опрос «Экология Абхазии. Взгляд в будущее», в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Большинство опрошенных считают, что мусор и утилизация отходов – это одна из основных проблем абхазского общества. Подробнее в репортаже Алисы Адлейба. В апреле этого года в Абхазском государственном университете открылась лаборатория социологических исследований при Центре науки и образования МГУ. Уже были проведены 3 анализа, и научные сотрудники продолжают изучать важную для Абхазии проблематику. Социологические исследования в Абхазии не проводились уже давно, и цель совместной работы ученых из Абхазского и Московского университетов – это собрать информацию и аналитические материалы по самым важным для жителей Абхазии вопросам. Мы занялись этой работой, организовали лабораторию совместно с МГУ. И вот мы провели одно исследование, второе исследование, первое пилотное исследование, посвященное исторической, культурному наследию Абхазии, второе исследование социально-экономического положения, а вот третье, вот как раз последнее исследование, которое мы завершили, это вопрос экологии будущего Абхазии. Почему экология важна? Все-таки не будем забывать, что Абхазия – это республика туристическая. Это первое, уникальный регион, субтропика. И как мы будем относиться к нашей стране в плане охраны окружающей среды, вообще повышенное такое внимание к нашей деятельности, в том числе, кстати, курортной деятельности, рекреационной деятельности, это очень важно и будет привлекать туристов, а туризм – это основа нашей экономики. Это первое. Второе, знаете, экология всегда важна в любой стране, не только у нас, потому что вот все-таки я сказал, туризм основная отрасль. Когда приезжают туристы, это всегда оказывает давление на экосреду Абхазии. Понимаете, здесь много людей приезжают, сотни тысяч, может быть миллионы, много мусора, много отходов. Как с этим быть? Понимаете, когда говорят об экологии, вообще об охране окружающей среды, актуально или нет, стоит только, особенно летом, пройтись по нашим улицам, улочкам наших городов. Опрос показал, что на первом месте в исследовании экологических проблем это состояние прибрежной зоны, а на втором – загрязнение почвы. Также респонденты упомянули проблемы переполненных свалок, вырубку лесов и загрязнение окружающей среды. Когда мы провели исследование, сделали такой анализ, оказалось, что вообще-то вопрос экологии – одно из самых значимых в развитии нашей страны, Абхазии. После образования на первом месте, это обрадует, между прочим, потом идет здравоохранение, сельское хозяйство, на 4-м, наряду от отрасли туризма, на 4-м вопросе экологии. Это говорит о том, что общественность волнует состояние экологии в нашей стране. В исследовании принимали участие наши студенты, они постоянно, у нас есть группа, которая занимается, интервьюеры, группа, которая занимается, они охватили почти все районы Абхазии. Была выборка территориальная, около 600 респондентов, которые приняли участие. И, понимаете, очень такие мы получили поразительные результаты. В каком плане? Знаете, во-первых, у нас состояние экологии не катастрофическое. Как отметил Беслан Хагба, в социологическом опросе участвовали практически все возрастные группы со всех районов Абхазии. Самой активной частью населения стали молодые люди, а люди преклонного возраста более чувствительны к проблемам окружающей среды. И это отражено в исследовании. Я еще раз говорю, наше исследование, даже первое исследование, касалось вопроса культуры и истории, это тоже самые все возрастные категории. Социально-экономическое положение Абхазии, второе наше исследование, все возрастные категории, все районы. Там имеет место, конечно, имеет место некоторый перекос, мы стараемся все это исправить, понимаете? Потому что все-таки, знаете, разное отношение жителей районов ко многим вопросам экологии. Даже, например, у нас был вопрос, как относятся жители нашей страны к сотрудничеству с Российской Федерацией в решении проблем экологии. Разное отношение, например, жителей Гальского района и жителей Гурышского района, например, жителей Гагарского района. Мы также поинтересовались у Беслана Хагба, какие исследования
исследований уже проводились в нашей республике. Он рассказал о проекте, посвященном оценке социально-экономического развития Абхазии, а также о рейтинге исторических достопримечательностей, который называется «7 чудес Абхазии». Вы знаете, первое исследование было посвящено, это такое-то пилотное, так называемое исследование, потому что все-таки необходимо было набраться опыта, практики, и мы решили вот такое, вот наши коллеги из Московского государственного университета, особенно доцент Московского государственного университета Филь Мария Сергеевна, она предложила, она опытный социолог, вот, пользующийся популярностью, авторитетом в Российской Федерации в Московском университете, она предложила, вот они предложили, и нам это понравилось. Вот такой пилотный проект связан с исторической достопримечательностью Абхазии. Понимаете, мы провели такое исследование, только историческое, не природное, у нас еще впереди природное, так называемое, природное достопримечательство, отдельно мы хотим провести исследование. Это тоже дало, вы знаете, ожидаемый вообще-то результаты, да, связан с историей, историческим наследием, культурным наследием и так далее, и так далее. Понимаете, но все-таки было интересно нашим интервьюерам вообще как относятся к истории нашей страны, к истории наших городов, районов и так далее. Люди отвечали, очень были отзывчивы, отмечали на некоторые проблемы, между прочим, исторического наследия, культурного наследия. А второе исследование было посвящено уже социально-экономическому развитию Абхазии. Отмечали, что, конечно, все отмечают, все-таки Абхазия до сих пор остается в таком запущенном каком состоянии? В инфраструктурном плане. Кроме того, в данный момент научные сотрудники Центра работают над еще одним исследованием о молодежных организациях в Абхазии. Интервьюеры уже начали опрос по всем районам нашей страны. Он должен завершиться через 2 недели, а затем пройдет аналитический этап, после завершения которого будут опубликованы первые итоговые данные. Алиса Адлиба, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Выставка Александра Семенцова «Живопись, афорт и графика» открылась в Сухуми на набережной Махаджиров и будет работать с 20 августа по 14 сентября. Выставка живописи, графики и афортов Семенцова, посвященная его сухумскому периоду, представляет собой уникальную возможность погрузиться в мир тонких линий, глубоких теней и ускользающей красоты. Этот период в творчестве художника, охватывающий годы его жизни и работы в Сухуми, отмечен особым лиризмом и вниманием к деталям окружающего мира. В экспозицию вошли афорты, графические работы, живопись, отражающие пейзажи Абхазии и не только. Сухумский период в творчестве Александра Семенцова – это не просто хронологический отрезок, а важная веха, определившая его художественный стиль и мировоззрение. В разное время выставки Семенцова проходили на таких площадках, как Русский музей в Петербурге, галерея Зураба Церетели в Москве, Сухумский выставочный зал и другие. Выставка в The Wall Gallery представляет собой ценный вклад в сохранение культурного наследия и дает возможность по-новому взглянуть на творчество любимого всеми художника. Народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере «Таврида». В нем приняли участие 7 человек, выбранных экспертами кластера. Мы провели работу над дыханием, вокальной позицией, стилистикой исполнения и интерпретации произведения, написала она. Кроме того, Гицба рассказала участникам о музыкальном конкурсе, который организует уже несколько лет, пригласила их принять участие в отборе. 6-й международный музыкальный конкурс лаборатории Алисы Гицба пройдет в Сухуми и в Москве при поддержке Российского президентского фонда культурных инициатив. Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хиндба приглашен в качестве спикера на панельные дискуссии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Хиндба выступит с презентациями, посвященными актуальным проблемам развития театра и театрального образования. Традиционно в рамках форума ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти будут обмениваться идеями, обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культуры среды. На форуме ожидается до 2000 участников. В ближайшее время в рамках проекта «Сухумский модерн» на 19 домах эпохи модерна в Сухуми будут установлены таблички с текстами на абхазском, английском и русском языках, а также QR-коды, ведущие к аудиогиду с более подробной информацией об истории зданий, сообщает телеграм-канал «Окно».
Проект «Сухумский модерн», 2 года подряд осуществлявшийся при поддержке фонда Амшера, стал важным этапом в осмыслении архитектурного наследия города. Его инициаторы, архитекторы Сабина Агарбал, Анна Чхинджери и дизайнер Арина Чкаду объединили вокруг себя новое поколение художников, музыкантов и исследователей. В рамках проекта проводились лекции, выставки, мастер-классы и квесты, посвященные модерну и сохранению исторической среды. О спорте. Абхазские спортсмены заняли призовые места в ходе открытого чемпионата России по стритлифтингу, который состоялся в Москве 17 августа. В соревнованиях приняли участие более 90 участников из Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Челябинска, Новосибирска и других городов. Республику Абхазия представляли 3 спортсменов из Сухума, а также 2 легионеров. По итогам турнира Беслан Абухба и Марк Муслюмов заняли первые места в номинации «Многоповторные отжимания на брусьях» с дополнительным отягощением в открытой возрастной категории. Ратмир Кархалава выиграл 2 золота в номинациях «Мультилифт» и «Классик» в категории юниоров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. В командном зачете Республика Абхазия заняла почетное 3-е место. В настоящее время спортсмены готовятся к международному турниру «Кубок Содружества», который пройдет 25 октября в Армавире. Последняя неделя августа в Абхазии практически полностью выпадает из рабочего календаря. Жителей республики ждет аж 5 выходных. 26 августа в Абхазии отметят День признания независимости, а 28-го – Нанхуа, совпадающий с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы. А 29 августа объявили дополнительным выходным днем. Сейчас о погоде. В четверг, 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолета. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 27 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.